Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в выпуске. Нужен ли плебисцит? Партия ФНА высказала свое мнение о референдуме. Бьем рекорды. Туристический сезон в Абхазии обещает быть жарким. Дело труба. На улице имама Шамиля снова коммунальная авария. На 77-м году после продолжительной болезни ушел из жизни видный политический и общественный деятель Константин Озган. Более 50 лет своей жизни он посвятил служению Родине. Талантливый человек, компетентный и опытный руководитель, истинный патриот своего народа, жил и работал в сложное, неоднозначное время для Абхазии. Он пользовался большим авторитетом и уважением среди коллег и жителей Абхазии, а также в братских республиках Северного Кавказа. Константин Озган родился в селе Лыхны Гудаутского района 15 мая 1939 года. В 1967 году он окончил Институт субтропического хозяйства. В разное время занимал ответственные должности. Был депутатом Верховного Совета, членом Государственного комитета обороны, министром иностранных дел, первым вице-премьером и министром экономики, руководил налоговой службой. С 2002 по 2007 год был вице-спикером Народного собрания. Последние несколько лет возглавлял Совет старейшин Абхазии. Он был активистом национально-освободительной борьбы абхазского народа. Открыто высказывал несогласие с националистической политикой Грузии. Озгановцы, именно так грузины называли абхазов в те годы. Константин Озган оставил след в новейшей истории Абхазии. Он был активным деятелем Конфедерации горских народов Кавказа, председателем Комитета кавказских сообществ КНК. В период Отечественной войны в Абхазии член Государственного комитета обороны. Большую работу проводил среди добровольцев Северного Кавказа, казачества России и дальнего зарубежья. За большие заслуги в становлении независимого абхазского государства награжден орденом Ахтапша второй степени. До последних минут своей жизни он не переставал служить своему народу. Президент Рауль Хаджимба выразил соболезнования родным и близким Константина Озган. Пройденный Константином Озган путь был сопряжен со значительными трудностями. Во многом благодаря его патриотизму и любви к родному народу в годы борьбы за независимость Абхазии было найдено немало правильных решений на вопросы, тревожившие общество, особенно во время событий 1989 года. Константин Константинович Озган останется в нашей памяти как государственный деятель, чьи помыслы и устремления были посвящены служению Родине, говорится в телеграмме соболезнования. Распоряжением президента Рауля Хаджимба создана Государственная комиссия по организации похорон видного государственного и общественного деятеля Абхазии Константина Озган. Комиссию возглавил премьер-министр Артур Миквабия. К другим новостям. Президент Рауль Хаджимба провел рабочее совещание с руководителями государственных средств массовой информации. Обсуждались вопросы координации работы государственных СМИ и улучшения качества освещения деятельности органов государственной власти. Президент подчеркнул, что люди должны быть лучше информированы о деятелях государства, о деятельности государства, а государственные средства массовой информации отвечать задачам, стоящим перед страной, в том числе построение независимого экономически развитого государства, консолидация общества, сохранение и развитие абхазского языка. Участники совещания отметили необходимость повышения уровня взаимодействия пресс-служб органов государственной власти и средств массовой информации, сообщает пресс-служба президента. Для проведения референдума оснований нет. Такое заявление сделали представители партии «Форум народного единства Абхазии» на пресс-конференции в Ассоциации работников среди средств массовой информации. О том, что, по мнению лидеров партии ФНА, стоит за желанием провести референдум и какими методами собираются подписи, расскажет Нисва Аршба. В принципе, мы, как понимаем, должен был аргументированно поставлен был вопрос вообще, с какой стати и по какой причине мы должны проводить эти внеочередные выборы. Председатель партии проинформировал журналистов о фактах неправильного информирования населения о цели референдума, которые зафиксированы прокуратурой Ткварчалского района. Даур Аршба высказался против проведения референдума, для которого должны быть веские аргументы. По его мнению, таковых нет. Мы ожидали, что ответы на эти вопросы получим на пресс-конференции, которую организовал блок оппозиционных сил, который как бы имеет отношение к инициированию этого референдума. Хотя на пресс-конференции
один из лидеров блока, Бжаня, заявил, что это инициативная группа, это не наша инициатива. Даже в этом как бы брать на себя ответственность эти люди напрямую не захотели. Президент Абхазии Рауль Хаджинба избран законно, и с его приходом начались позитивные изменения, не замечать которые нельзя, уверен Владимир Зантария. Первый заместитель лидера партии напомнил причины, по которым может быть назначен референдум, с единственным вопросом о досрочных выборах. Он сослался на мировую практику, показывающую, что основанием для проведения референдума, как формы свободного волеизъявления граждан, могут служить вопросы, имеющие судьбоносное значение для всего общества и государства в целом. Мотивацией для выдвижения вопроса о назначении досрочных президентских выборов могут стать факты, свидетельствующие об изменении политического курса, грубом игнорировании Конституции, причастности руководителя государства к коррупционным сделкам и другим преступлениям, подрывающим основы государства. Вполне очевидно, что никаких таких серьезных оснований у инициаторов проведения референдума нет. Член Политсовета Аслан Кубахия, в отличие от своих коллег по партии, не просто не видит причины для проведения референдума, но знает, для чего все это делается. По его мнению, идет целенаправленная работа по дискредитации руководства Абхазии и самой Абхазии. Я считаю, что идет целенаправленная работа по дискредитации руководства Абхазии и вообще самой Абхазии. Есть Конституция Республики Абхазия. В этой Конституции четко прописаны права и обязанности президента страны. 26 пунктов основных, что должен делать президент и что не должен делать президент. Какие нарушения сделал президент Хаджинба. И они придумали, потому что его нет по определению. Хаджинба не замешан ни в каких коррупционных делах. Хаджинба гражданам иностранного государства не раздавал паспорта. Хаджинба не нарушал Конституцию. Хаджинба работает строго по Конституции. Действия президента Рауля Хаджинба открыты, и несмотря на попытки некоторых обвинить его в сдаче интересов Абхазии, в своей работе он следует закону и Конституции нашей страны, уверен Аслан Кубахия. Где Хаджинба нарушил Конституцию, где Хаджинба сдал наши позиции? Нету такого. И вот придумали банальный вопрос. Согласны ли вы с досрочными президентскими выборами? Ну, что это такое, ребят? Что это? Что это за вопрос? Давайте каждые полгода или каждые 3 месяца будем собирать. Согласны ли вы? Знаете, как один политический деятель здесь заявила, будем поднимать авторитет страны. Люди над нами смеяться будут. Участники пресс-конференции уверены, что будь хоть одна веская причина, которую можно было предъявить главе государства, оппозиция сделала бы это незамедлительно, и вопрос референдума стоял бы не иначе, как о доверии президенту Абхазии. Что касается самого участия в референдуме, где на поставленный вопрос можно ответить в том числе и нет, лидеры партии сказали свое твердое «нет». Нисфа Аршба, Астамур Гошба, Абхазское телевидение. Международный фонд АПСН намерен помогать Республиканскому реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями. Теперь фонд ежегодно будет выплачивать 1 миллион рублей в поддержку реабилитационного учреждения. Подробности расскажет Рената Шакая. Гуманитарную помощь Республиканскому реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями оказал Международный фонд АПСН. Это уже не первая акция поддержки центра со стороны фонда. Несколько недель назад фонд АПСН подарил реабилитационному центру 330 ортопедических подушек для детей. На этот раз реабилитационный центр получил в дар несколько компьютеров и предметы для хозяйственных нужд центра. В ближайшее время мы также собираемся, как вы нам предлагали, на улице вот ставить для детей специально и оборудование, как такую площадку детскую, или там, чтобы дети могли на улице вот заниматься всеми этими делами. Так что самое главное для нас наши дети, здоровье
И сегодня, слава Богу, сделан прекрасный объект, наш реабилитационный центр, за что я благодарен. В ходе встречи руководитель центра Виолетта Гагуля и президент фонда Сонергогу договорились подписать соглашение о сотрудничестве между реабилитационным центром и Международным фондом АПСНы. Для реабилитации детей с ограниченными возможностями фонд будет и впредь оказывать техническую и финансовую поддержку центру, заявил Сонергогу. Как рассказала Виолетта Гагуля, по уровню предоставляемых услуг республиканский реабилитационный центр ничуть не уступает российским. На самом деле это дорогого стоит. У нас очень много детей выезжают за пределы республики. Когда мы сели, обсудили, увидели, что все это можно делать у нас, и мы решили, делаем все у нас. Чуть-чуть надо дооснастить, доделать какие-то моменты, может быть. И наши дети, сидя у себя дома, будут все реабилитационные мероприятия принимать. Раньше родителям приходилось вывозить своих детей на лечение по 3, а то и по 4 раза в год. Но с открытием центра маленькие пациенты могут проходить все процедуры, не выезжая за пределы страны. Для родителей это очень большая поддержка. Важно, чтобы ребенок получал тот необходимый минимум лечебных процедур, который позволяет не допустить прогрессирования болезни. Спасибо, что такой центр у нас существует, что мы можем уже здесь заниматься, не выезжать. Конечно, здесь надо больше вкладывать, больше помогать надо, потому что очень большая работа с детьми. То, что нам нужно, например, здесь все есть. Нас это очень устраивает, мы очень довольны. Мы уже ходим, держимся, ходим. Еще на одну ступенечку надо подняться. Как отметил президент Международного фонда АПСНы Сонергогу, в рамках подписанного соглашения фонд ежегодно будет перечислять реабилитационному центру 1 миллион рублей. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Ожидается, что в этом году Абхазия побьет все рекорды по количеству туристов. Поэтому подготовка к новому летнему сезону, до которого осталось всего 2 месяца, уже началась. Убираются и обустраиваются пляжи, приводятся в порядок курортные объекты. А буквально в ближайшие дни Министерство по курортам и туризму Абхазии впервые примет участие в международной туристической выставке в Москве. Сария Смар расскажет подробности. Туристический сезон в Абхазии уже не за горами. В этом году страну ожидает большой поток отдыхающих. Подготовка к сезону идет достаточно интенсивно. Министерство по курортам и туризму Абхазии поставило перед собой цель обеспечить максимум комфорта тем, кто в этом году выберет для себя отдых в Абхазии. По словам Автандила Гарцки, есть несколько главных условий, которые в первую очередь влияют на развитие туристической сферы в Абхазии. Мы должны готовиться к этому году, к этому курортному сезону, потому что этот год будет не менее интенсивное. И я думаю, что у нас есть все шансы принять гостей. Для этого необходимо подготовиться, для этого необходимо подготовить пляжи и всю инфраструктуру, которую мы имеем, выстроить такие отношения, чтобы вызвать у людей доверие к себе, чтобы им было комфортно и безопасно здесь отдыхать. Министерство по курортам и туризму в этом году планирует принять около 600 тысяч туристов. На сегодняшний день в стране 200 туристических объектов, в которых до 15 тысяч мест. К тому же большая часть отдыхающих традиционно отдает предпочтение частному сектору. Министерство по курортам и туризму в самое ближайшее время планирует заняться сертификацией гостиниц и пансионатов. По их словам, это необходимо для качественного изменения обслуживания гостей. Еще одним важным аспектом для улучшения сервиса является конкуренция. Серьезным соперником Абхазии в туристической сфере уже через несколько лет может стать Крым. Все туристические объекты также знают о том, что этот сезон будет более благоприятным, чем прошлый год. И все готовы. Мало того, время быстро летит. И еще раз повторяюсь, мы должны выстроить вот эти добрые отношения к тем туристам, которые будут приезжать к нам, чтобы у них выработалось к нам доверие тогда, когда уже Россия, естественно, будет делать акценты на Крым. Естественно, они Крым не оставят так, они будут улучшать инфраструктуру. А цена на путевки регулируется самими предприятиями, руководством этих предприятий, отелей, пансионатов, домов отдыха. Это уже уже сформулировано. Я думаю, что в этом году цена может увеличиться не намного.
Я думаю, там процентов на 15-20 всего лишь. В этом году Министерство по курортам и туризму впервые принимает участие в международной туристической выставке. Мероприятие пройдет с 23 по 26 марта в Москве. Вот уже много лет подряд выставка МИД служит проверенной площадкой для делового общения. Ежегодно в ней принимают участие туристические компании со всего мира. Для Абхазии это еще один шанс заявить о себе как о туристической стране и, более того, представить на выставке свою продукцию. Мы также объявили День Абхазии. В этот день мы хотим провести конкурс. Будем разыгрывать 2 программы для того, чтобы предоставить возможность туроператорам, у кого кто больше баллов наберет, то есть им предоставляем рекламный тур бесплатно за счет Министерства по курортам и туризму. На сегодняшнее время в адрес Министерства по курорту и туризму поступили предложения принять участие именно на нашем стенде и представить нашу продукцию, которая производится на территории Республики Абхазия от ООО «Мистраль Алку». Мы это предложение рассмотрели. Будем сотрудничать. Для того, чтобы привлечь как можно больше туристов в Абхазию, необходимо привести в надлежащий вид курортные города и улучшить сервисное обслуживание клиентов. Именно после этого отдых на пляжах у берегов Черного моря утром, увлекательнейшие экскурсии по главным достопримечательностям страны днем, вкусный ужин и развлечения вечером надолго останутся в памяти туристов. Сарья Смыр, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение. Круглый стол на тему «Молодежь и война. Взгляды из 21 века» прошел в Доме Москвы. Организовали его молодежная общественная организация «Абхазо-Российский молодежный патриотический центр», общественная организация «Абхазский союз ветеранов Афганистана», Абхазский государственный университет при поддержке культурно-делового центра «Дом Москвы». Амра Амичева продолжит тему. Участниками круглого стола «Молодежь и война. Взгляды с 21 века» стали ученики Сухумской очно-заочной школы, студенты факультета международных отношений АГУ, ветераны Отечественной войны и историки. С приветственным словом выступил председатель общественной организации «Абхазский союз ветеранов Афганистана» Владимир Аршба. Молодежь – это наше будущее. И как у любого будущего, у нашего тоже есть прошлое, которое мы обязаны помнить и чтить. Нашими главными задачами на сегодняшний день, как старшего поколения, перенесшего всю тяжесть и ужас событий более чем 20-летней давности, является воспитание у молодежи патриотизма, чувства любви, гражданского долга к родине, гордость за свою страну, актуализация знаний молодежи о событиях Отечественной войны и понимание значимости победы над захватчиками. Руководитель Абхазо-Российского молодежного патриотического центра Ахмед Джирипа пожелал плодотворной работы всем участникам. Школьники и студенты подготовили доклады на темы «Отечественная война народа Абхазии», «Мартовское наступление», «Армянский батальон», «Народный лидер Владислав Арзыба», «Добровольческое движение в годы войны». Ветеран войны, кавалер ордена Леона Казбек Яхагоев с удовлетворением отметил, что подрастающее поколение знает о вкладе добровольцев в общую победу над врагом. Из тех, кто был здесь, не пожалели, что они были здесь. Да, погибли ребята, погибли очень много, но ни кабардинцы, ни осетины, ни чеченцы вам бы не смогли помочь, если сам абхазский народ себе не помог бы. Если включил заднюю скорость, это очень хорошая скорость, поэтому вы достойно победили, я так считаю, и должны достойно жить народ Абхазии. Что видел народ Абхазии, чтобы ни один народ больше не видел. За одним столом сидели школьники, студенты, ветераны войны и историки. Формат круглого стола предоставил школьникам и студентам уникальную возможность узнать подробности той или иной операции у их непосредственных участников, у ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, а также у генерала Владимира Аршба, первого министра обороны республики. Формат круглого стола интересен тем, что здесь принимают участие не только студенты, но и также ветераны нашей войны, которые нам подробно расскажут о военных действиях, которые были в 92-93 году, а не только то, что мы можем получить из учебников или каких-то любых других материалов. У меня был доклад итог войны, и для меня это день очень значимый. Во-первых, это живая история, это свидетели того времени. Мы можем сегодня пообщаться с участниками войны, с теми, кто принес победу. Педагоги школьников и студентов отметили, что проведение круглых столов в подобном формате позволит повысить знания молодежи по истории Абхазии. Известно, без прошлого нет будущего, и очень важно, чтобы наша молодежь, учитывая успехи и ошибки прошлого, шла уверенно вперед. И при этом идеологическая и политическая подкованность их
позволит нашему государству быстрее сформироваться, молодому государству, как сильное государство. По завершению круглого стола было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области патриотического воспитания между Абхазским союзом ветеранов Афганистана, Абхазо-российским молодежным патриотическим центром и Сухумским казачьим отделом. Амра Амичба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. На улице имама Шамиля в Сухуме вновь возникла коммунальная проблема. Из-за поломки канализационной трубы стоки текут прямо на проезжую часть. Проблема эта для жителей домов по улице имама Шамиля отнюдь не нова. Репортаж Ньюсфашба. Первое, что мы услышали от возмущенных жителей, сожаление, что наша камера не сможет передать запах. Эта ужасная картина с вечно льющимися из колодца канализационными стоками прямо под окнами жилых домов продолжалась с послевоенных лет. В дожди нечистоты покрывали всю дорогу и близлежащие улицы. Потом солнышко превращало эти зловонные ручьи в густую клейкую пленку. И никто с этим не мог ничего поделать. Я очень сейчас эмоционально говорю, но мне очень обидно, что нас не понимают и не хотят понять. Начинаются выборы, приезжают, что-то насыпать, уходят. Это давнешняя проблема, но они меняли полностью. Вот что поменяли, посмотрите. С 1996 года эту дорогу ремонтировали капитально около 4 раз. Сколько раз проводился ремонт канализационных труб, посчитать невозможно. Бывало, жители вызывали аварийные службы и каждый день. С 2008 года проживаю. Это проблема постоянно. Водоканал приезжает в году раза 4-5. Оно выкапывает, они приходят, смотрят. Забивают, чоп и уходят. Говорят, нету средств и все. Даже вот сейчас подойдем, любой откроем люк, он полностью забитый. А когда дождь, вообще она течет здесь сверху, а летом здесь вообще катастрофа будет, в вони не устоишь. Из-за невыносимого запаха, особенно в жару, улица имама Шамиля пустела. Автомобили объезжали эти края за 7 верст, а из пешеходов были только сами жители. Множество раз места аварий раскапывали, да так и оставляли. В разные годы здесь произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом. В самом деле люди возмущаются из-за того, что может как-то неприятно, что так эмоционально разговаривают. Это не 1 раз, не 2 раза, не 3 раза. Вот это стоит вот здесь не чистая вода, это канализационная вода. Она сейчас заполняется, не дай бог, если дождь пойдет, она вся вот эта канализация идет по улице. Как нам пояснили, в столичном водоканале работы по замене подземных коммуникаций выполняла фирма «Сенс». И первые 2 года все было хорошо. Проблемы начались уже после истечения гарантийного срока. Мы посылаем людей, мы пробиваем, чистим, но особого эффекта нету. То есть мы уезжаем то же самое. Это подземные коммуникации, которые были выполнены в фирме «Сенс». Она на протяженности, сначала она работала, вроде бы работала как нормально, мы его обслуживали, хотя мы его часто чистили, но в последнее время, там же самотечный коллектор, она плохо стала работать. Нам пришлось его вскрыть, там обнаружилось, что там нарушен контуруклон, который по самотечный канализационный коллектор не может работать, когда отсутствует контуруклон. У нас завтра запланирована остановка насосной станции, чтобы вода нам не помешала, и будем завтра... Независимые эксперты будут присутствовать, чтобы показать, что на самом деле канализационный коллектор нарушен. Все упреки в свой адрес глава фирмы, производившей на имама Шамиля ремонтные работы, считает несостоятельными и преждевременными. Пока не произведена экспертиза, говорить о чьей-либо вине неправильно и некорректно, говорит Вадим Кучуберия. Все было правильно. 2 года работала канализация, больше 2 лет. Все было нормально. После того, как мы выиграли 3 тендера, почему-то она забилась, почему-то все неправильно стало. Завтра мы все это выясним, откроем, посмотрим, что произошло. Уже ярлыки вешать уже не стоит, это не солидно просто. Давайте мы завтра разберемся, а потом мы встретимся, я вам расскажу, что там произошло и как. В ближайшее время специалисты приступят к изучению подземных коммуникаций. В течение нескольких дней станут известны причины, из-за которых жителям улицы имама Шамиля вновь пришлось жить в невыносимых условиях. Ньюсфашба, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Администрация города Сухум сообщает, что 23 марта в связи с ремонтными работами на улице Генерала Дбар движение троллейбусов по направлению Новый район Центральный рынок будет приостановлено с 9 до 12 часов. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром без осадков. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью 5-7, днем 15-17 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.